какого года в аренду сдавался участок? 2009 года. 2009. Что планировалось там построить изначально? Торгово-офисный центр. Сколькоэтажный? Двухэтажный, небольшой. Двухэтажный. Площадь какая? А я сейчас не могу сказать. Так, Может быть, ваши специалисты, присутствующие в зале, ответят, что какой-то вопрос мы должны знать. Площадь торгового здания сколько? 210. 210 квадратов. Это один этаж или в целом? У меня как бы простой вопрос. Поскольку первую инстанцию проиграли, во вторую по непонятным причинам не обратились, хотя это шансы, и в апелляции часто отменяют решение первой инстанции. Это первое. Второе, раз уж такое случилось, почему мы не посмотрим, что предлагается все-таки сделать этой фирме, я не запомнила, как она называется, да, и посмотреть, каким образом они собираются там благоустроить и так далее. И что взамен предлагает администрация. Для того, чтобы нам рассмотреть этот вопрос, мы каждый день там ездим и видим, что там пустырь, заброшенный. По сути дела, ну, там свалка каких-то этих самых строительного мусора. И поэтому нам непонятно, мы сейчас должны принимать решение такое, что лучше для города. Это то, что предлагает нам предприниматель, тем более, что он, я так понимаю, много лет платил добросовестно аренду, город это получал, и теперь каким-то образом мы должны свою позицию города, почему мы не хотим, чтобы это было. Может быть, жителям понравится то, что предложит предприниматель. И что предлагает администрация в таком случае? Где взять деньги в бюджете на то, что предложит администрация? Вот и все. И только одну ремарку: мы сегодня не принимаем решения. Ну да, но мы обсуждаем. Обсуждаем. Владимир Ильич, пожалуйста. Ну, первый раз мы услышали от вас эти слова вообще от города, первого человека. То есть были первые слова все: нам не нужно запретить и все. А никто даже не пытался взглянуть, что там именно будет строить. Так, Владимир Ильич, я понимаю, что в случае такого напряжения это ваша задача совместно, значит, как администрация, пригласить заинтересованные стороны, организовать площадку для дискуссий, в том числе с учетом депутатского корпуса и жителей ближайшего района. Если администрация 2009 года разрешила, это администрация как юрлицо разрешила, это ваша, по большому счету, прямая функция была организовать эту дискуссию. Поэтому что это такое? Значит, мы от вас впервые услышали. Это мы впервые вам задали вопрос по результату обращения граждан в средства массовой информации. Но позиция администрации, что именно запретить, а не дискуссию, там, потому что жители против всего. Хоть какой был бы там красивый одноэтажное здание, двухэтажное здание. А где вот этот вот, ну, по крайней мере, у нас нет. Ну, это про город я, к сожалению, не видел. Я видел это все. Был опрос жителей, было расписано, кто хочет площадку, кто детскую, кто парковую зону. Действительно, предложение надо было просто обсудить где-то. Про город вообще это звучит. Коллеги, коллеги, давайте в рамках регламента выступаем. Мне кажется, что надо было, наверное, встретиться с застройщиком, надо было, наверное, проговорить эту, раз возникла какая-то конфликтная ситуация, надо искать решение его, компромисс какой-то, и искать его вместе с жителем, с застройщиком и с администрацией. Но я скажу, позиция жителей однозначная, что нам нужна стройка и все. Уважаемые коллеги, Мы им что показали? Они увидели то, что там должно быть? Пока да, пока но только не забор. хотят они видеть, просто ничего не хотят на этом месте. Нет, для того, чтобы уважаемые выслушать наши предложения. Есть, конечно. пожалуйста, у меня просьба записываться на выступление Потому что и не разговор превращать о это в двухэтажном базар. здании, там, о высотках там, и так далее. Мы должны показать жителям, что там будет. Жители показали, по запросу, не помню какого издания, была информация, предоставляли, что там будет. И именно фотографии здания, по и именно где, в каком месте располагается, и что располагается на зеленой зоне, что стоянка будет одна не затронута строительством. Это все показано, информация.